Вот. Не жалеете, что пошли в политику вообще? И что-то сущностное из этого получилось, на ваш взгляд? Политика – это, наверное, самое сложное дело, которым может заниматься человек. Да ну. Да. А у нас народ думает, как, в принципе, многие. Это приходи да воруй, все, в принципе. Ну, наверное, она бывает в разных исполнениях, в разных форматах. Но, вот, на мой взгляд, сложнее ничего не существует. И, в принципе, наверное, важно, повезет тому, кто попадает в политику своевременно. То есть, будучи готовым к такому, к непростому испытанию. Потому что это испытание, ну, для кого-то деньгами, если мы говорим там о вот, упомянутых историях про коррупционеров. Если мы говорим о просто нормальных людях, то это для кого-то испытание властью, статусом там, и так далее. Ну, то есть это непросто. И при этом я не жалею ни на секунду, потому что это был осознанный шаг после Майдана совершенный, когда было понятно, что повторение ситуации 2004 года, вот, когда после помаранчевой революции казалось, что ну вот теперь все, мы же, так сказать, добились справедливости, так сказать, там правда восторжествовала, и все будет хорошо. Вот, а не получилось хорошо. Вот, и было, соответственно, понимание вот, для там, достаточно, я думаю, широкого круга людей, что нужно идти своими руками вот, с собой в эти изменения, которых мы все так ждали, ждем вот, и там прагнем, вот, как раз чтобы стать частью этих изменений. Потому что Майданы фактически, если говорить о них как о инструменте такого прямой демократии, то Майданы выступают ну, таким скорее хирургическим инструментом, то есть это скальпель. Просто срезать, вот, отрезать то, что, ну, всякую пакость. Вот. Но Майданы не сшивают. Майданы дают возможность, наверное, открывают общество шанс. Для того, чтобы созидать, да, дают шанс. И дальше же это ответственность на общество вообще, а общество начинается с человека. Но вот вы